Тем временем в Мирном прошло долгожданное событие для жильцов старых двухэтажек на улице Амосова. Взамен ветхого жилья переселенцы получили ключи от благоустроенных квартир в каменном доме. Строительство трехэтажного дома велось за счет средств правительства республики, муниципального образования город Мирный и акционерной компании «Алроса». На торжественном открытии побывала Августа Степанова. С тех пор, как дома по улице Амосова 38А, 40А были признаны ветхими и аварийными, их не удавалось расселить. И вот этот день настал. Все жильцы собрались у нового дома по адресу улица Амосова, 24. В этой современной трехэтажке 35 квартир, 17 однокомнатных и 18 двухкомнатных. Республика Саха-Якутия по результатам 2014 года ввела в эксплуатацию 470 тысяч квадратных метров нового жилья, и в том числе реализуется программа по ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда Республики Саха-Якутия. В том числе эта программа реализуется и здесь, на территории Мирнинского района, города Мирного. Мне бы хотелось в первую очередь сказать спасибо руководству акционерной компании «Алроса», потому что этот дом построен, как было сказано, благодаря соглашению между правительством Республики Саха-Якутия, акционерной компанией «Алроса» и нашими муниципальными образованиями. Новоселы радуются друг за друга. Их общая проблема решена. С восторгом они рассматривают новые двери, современные окна и батареи. Эвелина Черенкова лично осмотрела квартиру. Поблагодарила строителей, которые не только выполнили работу с высоким качеством, но и сумели сдать дом раньше срока. Соответствует нынешним нормам. И радует, что посмотрела, что есть вилочка, видимо, под интернет с кабельным телевидением. Просторные комнаты, новенькие обои и линолеум в каждой квартире. Уют и тепло. Новое жилье оборудовано по новым правилам. Все квартиры снабжены приборами учета воды и тепла. В квадратных метрах переселенцы не потеряли, даже наоборот. Жили старым, деревянным, квадратуры меньше, здесь больше квадратуры. Конечно, рады. Радость. Семья тоже довольна, конечно. Весной во дворе начнутся работы по минимальному благоустройству. Проведут подъездной путь, заасфальтируют тротуар. А когда сдадут строящиеся рядом жилые дома, завершат общее комплексное благоустройство.